В Башкортостане издатель СМИ «Пруфы РФ» Рауфа Рахимова, о деструктивной деятельности, о которой мы неоднократно рассказывали в наших спецрепортажах, Кировским судом города Уфы признаны виновные в дискредитации вооруженных сил России. Административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.2 и статьей 20.3.3 КоАП РФ, имеет единый родовой объект посягательства, нарушает общественные отношения в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Данное правонарушение совершено с использованием информационных телекоммуникационных сетей интернет и рассматривается по месту выявления административного правонарушения. Правда, сама Рахимова не явилась на судебное заседание, как и в прошлый раз, поскольку бежала от правосудия в Турецкую республику. Женщина заблаговременно приобрела там недвижимость и, по информации ряда источников, оформила вид на жительство. Правоохранители убеждены, что Рахимова в своих социальных сетях формирует негативное восприятие СВО и пропагандирует отказ от участия в ней жителей региона. К такому выводу пришли лингвисты, сказано в материалах дела. Как нам стало известно, эксперты определили публикации Рахимовой как идейный конфликт, убеждение адресата не поддерживать спецоперацию. Подобная линия просматривается и в материалах пруфов. Например, кого потеряла Башкирия в спецоперации на Украине? Публикуем список погибших. Зачем вам эта война, молодые люди? Цена кресла, дань и ясак кровью. Ранее в одном из республиканских СМИ публиковались материалы, которые объясняли, в чем именно заключается дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. В постах Рахимовой ВКонтакте лингвисты нашли описание действий, а именно неучастие в спецоперации, положительно оценивая подобное решение. «Зачем вам эта война, молодые люди? Пусть они у себя там сами разбираются», писала Рауфа Рахимова. Это является побуждением к мнению и действию согласно оценке специалистов. Важно сказать, что Рауфа Рахимова с начала проведения СВО открыто выступала против нее, хотя сейчас заявляет, что якобы всегда была со своей страной. Только вот интернет помнит, как медиа-менеджер поддерживала противников спецоперации, а сама говорила, что рано или поздно та резьба, на которой держится сегодня российский авторитаризм, будет окончательно сорвана. Сама она сбежала позорно в Турцию, скрывается от правосудия, не захотела быть в суде и доказывать свою как бы невиновность. Значит, понимает, что претензии к ней обоснованы, что ее постоянная антироссийская, антипатриотическая повестка, которая наполняет ее СМИ, которыми она как медиа-менеджер руководит, она уже привела к возмущению среди обычных жителей не только Башкортостана, но и всей страны в целом. Я уверен, что мы не остановимся, и вот эта деятельность, антипатриотическая, русофобская деятельность этой персоны получит еще более серьезную оценку со стороны правоохранительных органов. Психологи уверены, что комментарии и публикации призваны оказывать негативное воздействие на сознание читателей. Здесь имеется программирование поведения, реализуемое за счет следующих манипуляций. Дискредитирующие материалы в социальных сетях медиа-менеджера зафиксировали сотрудники ФСБ, после чего был составлен протокол. Женщина уже удалила все свои аккаунты, однако на решение суда это никак не повлияло. После вынесения решения медиа-менеджер и ее адвокаты, ранее привлекавшиеся по аналогичной статье, сразу же начали распространять фейки о якобы многочисленных процессуальных нарушениях, которые свидетельствуют о ее невиновности. Рауфа Рахимова оспаривает законность своего привлечения к административной ответственности, утверждая о процессуальных нарушениях и истечении срока давности. Однако, согласно закону, правонарушение считается выявленным в день составления протокола, который был оформлен в августе. Это значит, что срок давности не истек. Защита также указывает на отсутствие места и времени правонарушения в протоколе, но сама Рахимова была надлежащим образом уведомлена о времени и месте составления протокола, куда, в свою очередь, не явилась. Кроме того, экспертизы, проведенные независимыми специалистами, оспариваются защитой как недопустимые из-за отсутствия подтверждения квалификации экспертов. Однако исследования были проведены по официальному запросу правоохранительных органов, а сами эксперты имеют более 10 лет стажа экспертной работы. С самого начала СВО Рахимова выражает негативную оценку деятельности вооруженных сил России. В феврале 2022 года разместила пост против СВО с целью создать эффект общественной поддержки противников спецоперации и общественного давления на патриотическую общественность. И начала сеять панические настроения, рассказывая сказки про свое общение с простым народом и скорый коллапс банковской системы России.
Издание Рахимова известно не только фейками о военнослужащих России, о новых волнах мобилизации и так далее. Через эту газету создавался позитивный образ таких башкирских экстремистов и сепаратистов, как Фаиль Алсынов и Руслан Габбасов, а также велась мобилизация людей на несанкционированные публичные акции, одна из которых привела к массовым беспорядкам в Баймаке. Сегодня семьи очень многих участников этих событий, они очень сильно жалеют, что они повелись на какие-то эмоциональные вещи. Что они вместо того, чтобы спокойно и рассудительно подойти к тому, что происходит, где-то бросились, так скажем, опять же в эмоциях на защиту, как им кажется, справедливости или на защиту невинно обиженного. А в результате ведь что получилось? Они себе испортили всю жизнь. И они, по сути, оказались как предатели тех своих же ребят, которые сегодня на СВО. Потому что понятно, что раскачивание ситуации – это в интересах внешних сил. Это такой урок того, что надо очень-очень хорошо подумать, а какие последствия будут от каких-то слов, высказываний, позиций. Потому что мы сейчас видим, есть случаи терактов, когда молодежь или люди со слабым критическим мышлением, начитавшись какой-то информации, может быть, не всегда правдивой, часто очень эмоциональной, часто однобоко поданной, они начинают себя убеждать в том, что они делают правильно, в итоге нарушают закон и ломают себе жизнь фактически. Поэтому то, что идет в средствах массовой информации, то, что идет в таких соцсетях, это уже не частное дело, это уже такая серьезная проблема, от которой зависит здоровье нашего общества. После того, как было заведено административное дело, Рахимова начала публично выражать любовь к родине, пытаясь убедить публику в поддержке спецоперации, в патриотизме и так далее. Однако в то же время ее ресурсы продолжают усиливать антироссийские нарративы и информационно поддерживать экстремистов, которые тесно сотрудничают с ВСУ. Отчетливо это видно по связи Рауфа Рахимовой с иноагентом и экстремистом Русланом Габбасовым. Эмигрировавший в Литву экстремист и иноагент, бывший руководитель признанной судом экстремистской организации «Башкорт», Руслан Габбасов практически не скрывает свою связь с западными спецслужбами. Рауфа Рахимова и ее ресурсы уже давно используют нарративы, распространяемые этим предателем своей страны. Еще один яркий пример сотрудничества Рауфа Рахимовой и Руслана Габбасова также произошел не так давно. После разоблачительного спецрепортажа нашего канала под названием «Пятая колонна», где мы рассказали о деятельности пруфов, на ресурсах Габбасова начали появляться угрозы в адрес экспертов, давших свои оценки о деятельности журналистов издания. К примеру, не так давно ресурсы Руслана Габбасова и Рауфы Рахимовой дружно распространяли доклад Марианны Кацаровой, известной русофобки. Сотрудничество Рауфа Рахимовой с Русланом Габбасовым и его сообщниками – это не просто комедия абсурда, это трагедия для тех, кто может стать жертвой их деструктивной деятельности. Используя чувства народа в собственных целях, они массово втягивают жителей республики, в первую очередь башкир, в экстремистские действия. При этом они не заботятся о самом народе, а преследуют исключительно собственные цели. Таким образом, идеологическая политика ресурсов Рахимовой, включая ее социальные сети, практически стала идентичной любой антироссийской пропаганде, исходящей от сетки СМИ иноагентов. Сегодня, когда наша страна ведет специальную военную операцию и противостоит внешним угрозам, важно сохранить мир и спокойствие в нашем обществе. И в этих условиях правоохранительные органы жестко пресекают любые высказывания деструктивные в социальных сетях. Не секрет, что даже словом можно убить. Поэтому очень важно отвечать за свои слова. И это касается не только Рауфы Рахимовой, но и всех тех, которые дискредитируют нашу армию и подрывают боевой дух наших парней, находящихся на передовой. Они сейчас там воюют за нашу Родину, воюют за наше лучшее будущее. И общество, и мы должны их в этом поддерживать. Также не секрет, что сегодня специальные службы иностранных государств, особенно Украины, пытаются обрабатывать пользователей социальных сетей. И играя им на руку, это предательство как нашей страны, так и наших парней, которые сейчас воюют там на передовой.
Башкортостан, как многонациональная республика и один из опорных регионов, является одной из целей для попыток внешней дестабилизации. Для ее реализации используется все и вся. Федеральное агентство по делам национальностей фиксирует информационные атаки зарубежных источников на регионы, в том числе и на республику. Республика Башкортостан находится в списке регионов, которые подвергаются наиболее масштабному внешнему пропагандистскому воздействию. В условиях мощного информационного и военно-политического давления на Россию такая медиаполитика не могла не вызвать реакции со стороны государства. Соответственно, решение о административном наказании – это не борьба с оппозицией или свободой слова, а логика государства, ведущего специальную военную операцию, действие которого в настоящий момент строится исходя из интересов национальной безопасности страны. Рауфа Рахимова выехала за границу, практически повторив трюк многих предателей Родины, чтобы избежать ответственности. Насколько принятое решение окажет влияние на ее деятельность, покажет время.